Землю населяет множество народов. Каждый этнос вносит огромный вклад в общее культурное наследие нашей планеты. Это касается рэпа и хип-хопа в целом, ведь музыка – это универсальный язык, самый понятный и доступный способ общения. Всем привет, Кокраш на связи. Я представляю новую информационно-развлекательную передачу «Рэп-музыка народов мира», где буду рассказывать о крутых МС из разных регионов нашей необъятной родины. И начнем мы с Республики Саха-Якутия. Urban Rhyme – культовая рэп-группа, основанная в самом начале нулевых MJ'ем, Нессидом, Грифом и Фишей. Фиша, a.k.a. Green, на тот кон состоял в другой олдскульной команде Donut Unity. Ребята танцевали брейкданс, рисовали граффити и, конечно же, записывали рэп. Остальные участники тоже пришли к микрофону через брейкинг, выступая в основном составе Duck Crew. В 2002 году Фиша покидает состав группы, на его место приходит одноклассник MJ Кольт. Таким составом на фестивале Hip Hop Life номер 3 Урбаны заслуженно получают первое место. В этом же году они выпускают первый альбом «Пока еще есть силы» на аудиокассетах. Трек «Просто друзья» становится мега-хитом. Артисты записывают второй альбом «Так держать». В 2006 году пацаны становятся обладателями музыкальной национальной премии Этиген Хамус в номинации «Лучший хип-хоп проект» и пропадают с радаров на несколько лет. Но в 2014 году MJ выпускает сольный альбом «Слушай сердцем», а Гриф начинает делать биты и выкладывать демки на SoundCloud. Недавно в Инстаграме появилась страничка с одноименным названием, где регулярно публикуются кусочки из новых песен группы Urban Rhyme. В комментариях поговаривают, что ребята готовят нечто крутое. Если ждешь новый альбом родоначальников якутского стиля, ставь лайк. Лидеры литературы, пишем картины с натуры, курам не дарим амуры, пори вакара для дуры, дури, покурим и бурю, бандуры в ее фигуре, как мануфактуры, рифмы делаю, бросьте. Джида – первый в мире МС, который начал читать на родном якутском языке. Родился в Мегино-Кангаласском Улусе, Якутии, в 13-летнем возрасте написал свой главный хит «Мин Сахабын», в переводе на русский язык «Я якут». В начале пути начинающего рэпера поддержал братишка Сейф из группы «Ночная смена», написав музыку для дебютного альбома Гоши Васильева. В 2003 году песня «Мин Сахабын» звучала из каждого утюга. Ее знали в родной республике и не только. Джида ездил с концертами в соседнюю Бурятию и Тыву. В Кызыле записал совместный трек с рэп-артистом Чактар, а в Улан-Удэ несколько песен с участником группы Люксор Алагуем. Джида, a.k.a. Сасустар, состоит в группе Данкетси, которую они сформировали вместе со своими земляками Ванталой, Питаком, Савой, Сайклом и Кешем. Гоша на пике популярности не отвернулся от своих братишек. Наоборот, брал их с собой в многочисленные туры и приглашал на совместные работы. Так, в 2003 году они с Питаком, находясь за пределами исторической родины, создали совместный проект «Вазимулар». Мало того, на разогрев к своим концертам он всегда приглашал как известных, так и подающих надежды начинающих рэперов. За время карьеры выпустил свыше 10 альбомов, снялся в фильме, записал фит с Фьюзом из группы Крэк, внес неоспоримый вклад в развитие якутского саха-рэпа. Олар әнбәйәне албыныр әмәс сатамат Әндойдун хотун бүлі битер өлөне битер кысама Әбәтер хоту бар әндойдун Тоқтан бу өлігер долгойдун. Обратная сторона, одна из лучших рэп-групп города, была основана в 2003 году Дани Данкелом, Дзадзе, Нейпосом и Нелом. Да, тем самым Нелом из Марселя, крутым битмейкером и МС. Когда он переехал в Москву, состав ОС пополнился 4 новыми участниками. Шуга и Любомир, группа «Говорящие ветры», Тикур из группы «Северный округ» и Иосиф. В 2009 году ребята выпустили дебютный альбом «Общество мертвых поэтов». Помимо этого, организовывали крупные концерты, выпускали масштабные сборники «Рэп-передоз» и «Out Production». Для справки, Шугимен – профессиональный скрипач, окончивший высшую школу музыки. Читать рэп в обратной стороне и играть в государственном ансамбле «Виртуозы Якутии» Шуге никогда не мешало. В 2020 году за вклад в развитие культуры и искусства почетным знаком «Отличник культуры Республики Саха-Якутия» был награжден концертмейстер группы труп симфонического оркестра Любомир Слепцов.
Рэперы с музыкальным образованием — это вам не хухры-мухры. Когда Дзадзе переехал в Питер, снял клип на песню, и их было 3. Шедевральная видеоработа набрала 12 миллионов просмотров и принесла автору 75 тысяч подписчиков на ютубе. Последним в состав OS приняли МС и звукорежиссера в одном лице Хакагуре. Также хочется отметить Шару. Он никогда не входил в основной состав группы, однако постоянно с ними тусил и выступал. Буквально на днях он вернулся в Якутск и сразу же отправился в Питер. Кто не знал, в городе на Неве самое большое якутское рэп-комьюнити, образовавшееся за пределами родной республики. Ему следует посвятить отдельный выпуск. ОС, набираем вес. ОС, по горлу порез. ОС, попутавший без. ОС. Ливан Горозия окончил 21-ю школу города Якутска, занимался баскетболом в ДЮСШ-1, участвовал на хип-хоп лайфах, выступая на одной сцене с другими якутскими рэперами и, обратите внимание, не всегда занимал главные призовые места. В 2005 году под ником Буги выпустил альбом «Портреты Кавказа», сделал презентацию в клубе «Стелс» и отправился в Москву покорять столицу, и у него это получилось! Ливан с Неллом образовали группу «Марсель», в 2007 году выпустили трек «Москва» и закрутилось. В 2012 году L1 стал участником лейбла Тимати Blackstar, где выпустил 4 полноценных альбома, несколько EP и, конечно же, любимую песню наших земляков «Якутяночка». Стоит отметить, что Лёва не потерял связь с теми, с кем двигался по рэпу в Якутске. Принял участие в альбоме «Дзадзе. Подписка о невыезде», оформив куплет под бит МД. А когда приехал в Якутск снимать клип с самых низов, позвал Данкела из обратной стороны. Кстати, клипы ему снимает еще один наш земляк, Блик из группы Папас. В 2019 году решил уйти с лейбла и выступать под своим настоящим именем. За годы творчества успел посотрудничать с такими мастодонтами русского рэпа, как Баста, Влади из Касты, Дядей Звонким из группы Дерево Жизни и многими другими именитыми музыкантами. Четче, звук громче, стиль отточен. Куда пошел, стой, я не закончил. Как Чикатило, рифмою тебя прикончил. Тех, кому не было слышно, прописал. Кажи Обойма. Первый якутянин, заявивший о себе на всю Россию. Родился и окончил школу в городе Ленск. Отправился на учебу в Питер и там остался. Об этом стало известно в 2006 году, когда Каже выпустил альбом «Инферно. Выпуск 1». Именно на развороте обложки своего сольника музыкант передал привет любимому городу. Жека работал с такими громкими именами, как Смоки Мо, Бес, Негатив. Состоял в нашумевшем объединении Def Joint. В треке «Как было раньше» с альбома 2012 года «Катарсис» Обойма целый куплет посвятил Ленску. В 2017 году фитанул с СВ из города Нерингри. А совсем недавно пригласил на припев девчонку из тусовки обратной стороны Алену Бэйбилон. Связь Джоэна Ло с эгрегором якутского рэпа становится сильнее, и он знакомится с уроженцем сунтарского Улуса Пролайфом, а.к.а. Мельцай. Каже в инстаграме называет его младшим братишкой, поддерживая бескорыстным пиаром хиток земляка Аджару Гуджу. Ты же знаешь, откуда я родом. Варианты 2, вверх или в пропасть. Женя, пробуй. Никто не даст сюда бесплатный пропуск. Либо молча глазами хлопай, либо к цели как. Киджа родился в селе Садыбыл Вилюйского района Якутии. Читать рэп начал в 2014 году в группе «Неформат» вместе с Диманом и Касамой. Весной 2017 года в сети появился ролик, в котором молодой парень с татуировкой на шее достаточно технично исполнял регги на якутском языке. Такой формат исполнения удивил даже самого искушенного слушателя. Видео завирусилось и за первые сутки набрало десятки тысяч просмотров. Вдохновившись, Кид дропнул полноценный трек, потом клип. Его потенциал заметил руководитель танцевальной студии «Завод» Нюргуяна Яковлева. Она стала его продюсером, все закрутилось, завертелось. В 2019 году Субудай Аир Челан Джулустан Вола, так по паспорту зовут артиста, исполнил якутскую песню в эфире общероссийского телеканала «Звезда». После этого его слушателями в родной республике стали даже люди пенсионного возраста. В 2020 году вилюйский рэпер выступил в Москве на онлайн-концерте «Жара Лайт». Сейчас певец обучается на саунд-продюсера и артиста-вокалиста в музыкальной академии Игоря Матвиенко.
Например, бір погона мінені бәрі фейк альбом атып тұр дептім патрон Асыр түгірі көрден бұламна бейта теген тектерем Текка тіреген таптаем Тығылыры кітары бір майктан балас кайсегім Ян Хоплес, представитель новой школы, ворвался в хип-хоп пространство с клипом «Якудза», где бреется наголо, флексит с братишками в городе, чилит в деревне. В общем, все вайбово, по-фрешмански так молодежно. Ян пишет треки еще с 2015 года, но первые официальные релизы вышли только в 2017. Начинал один, но сейчас двигается бок о бок со своими людьми из творческого объединения Колджанг. В команде собрались исключительно близкие по духу люди, те, кто занимается музыкой, дизайном и другим искусством. В отличие от 99% якутских рэперов, Хоплес читает под авторские биты. Именно такой серьезный подход к делу дает возможность публиковать свое творчество в Apple Music, Spotify и других стриминговых площадках. Учится и работает в Питере. Летом 2020 года выступил на фестивале Encore Fest в клубе Газгольдер. Последняя работа – клип с Ягером на песню «Ау». Дархон Дахсун, учитель якутского языка и литературы, поэт, музыкант. Первые рэп-записи появились на просторах интернета в 2013 году, когда друзья объединились в союз поэтов, художников, музыкантов, рок и рэп-исполнителей Саха Underground Puerti. Отличительной чертой этих рэперов является то, что в своих битах они используют хамус, кырымпу и другие этнические инструменты. В клипах показывают якутские очки, ножи, популяризируя такой вид народных художественных промыслов, как кузнечное дело. А кузнецы и шаманы из одного гнезда. Так гласит древняя пословица. В 2017 году Дахсуну пришла идея записать трек на 9 языках: русском, английском, турецком, казахском, иврите, эвенском, эвенкийском и японском. В 2020 году работу увидел свет. Битмейкером выступил Mental Pablum. Скретчи сделал известный московский диджей Ник One. Съемки происходили в Тампонском, Татинском, Мегино, Кангаласском улусах. В клипе появляются кадры с ленских столбов и других красивейших мест Якутии. Kir qaq tülbit toqtaq sol is Bar kör toqlar dirkim tugu irdir Taq sol taqdir antaq toqda soqdi Haydi buta ırapıt qabaq körpöt qarab ВДА – человек, который делает самый лютый андер в этом городе. Причем в таком агрессивном стиле он читает с 14 лет. В 2003 году с друзьями создает группу «Просвещенные», потом «Палату номер 6», проект ОПГ и «Договор между». Является участником The Black Soul клана. До ВДА такого тяжелого хардкора в Якутске никогда не было. Нет, и даже не верится, что кто-то может зачитать жестче. Свое мастерство Олег ВДА прокачал на интернет-битвах, когда участвовал в официальных батлах hiphop.ru, инда-батлах и многих других рэп-соревнованиях, на которых даже побеждал, разнося в пух и прах оппонентов из разных уголков России. Многие треки с тех ожесточенных сражений представлены на альбоме «Умирать так с музыкой». Когда ВДА выходит на сцену, псевдорэперы ложатся в гробы и начинают в них переворачиваться. Хотел достать луну, но в итоге лишь лапал небо. Я сам себя тянул ко дну и винить некого. Как некогда я начал жить, не предав свет. Лишь ты один всегда был преподом, не ценил время твой. Извини, я был дураком до первого срыва башни. Лишь нажми на самый крепкий нерв и весь наш Муравейник. Целое хип-хоп объединение, состоящее из рэперов, танцоров брейкданса, граффити-художников и битмейкеров. Из года в год, 17 января, ребята собираются дружным коллективом и празднуют день рождения Муравейника, а каждые 5 лет проводят юбилейные концерты. В лучшие годы в клане состояло 16 человек. Это 5 передовых рэп-групп разных лет: Черный Ход, Все плохо, Шакакуру, Свобода слова и Sweet Town Brothers. В 2005 году батя якутского бибоинга Иван Степанов Фоуин пригласил Муравейник объединиться с легендарными SJC, Da Crew и другими талантливыми танцорами в Якутск City Breakers. В этом же году на фестивале Hip Hop Life 4, одержав победу над сильнейшей командой из Мирнинского района, стали чемпионами республики Саха-Якутия по брейк-дансу.
У Муравейника есть 4 альбома в боевой готовности, стереотипы рэпа, Новый Вавилон. А в 2021 году слушателей ждет свежий релиз На дистанции. Мы Муравейник Ру, Руби Грув, Power Move. С другими группами по-крупному ведем игру. Одни определили ютилити, стиль в утиль, но им не овладел по сей день ни один отделист. Несмотря на то, что со всеми вышеперечисленными артистами знаком лично и сам являясь участником Муравейника, старался быть максимально объективным. Да, есть более старые команды, которые читали в 90-х и к микрофону больше не притрагивались. О них следует снять отдельное видео. Я не спорю, что есть более техничные рэперы, но не стоит забывать, что это сугубо личный топ-10, в который я включил ныне действующих артистов со своим стилем и концепцией. Топ своих любимых рэп-артистов Якутии ты можешь перечислить в комментариях. А если сам читаешь, расскажи о себе. Мир должен узнать о якутском хип-хопе. Если влог понравился и ты хочешь знать еще больше о рэп-музыке других народов мира, ставь лайк, нажимай на колокольчик и подписывайся на канал. С вами Кокраш, мир, до связи!